Царство Божие не для пьяниц. Знаешь, русский мой человек больше нашего пьет испанец. Пьют прилично поляк и грек, но о нас говорят с укором, что мы пьем с тобой день-деньской, потому что спим под собором. Хмель тяжелый, смешав с тоской, а в соборе иконы, ладан, свечи, служба, спасение ковчег. Надо встать, Царство Божие рядом. Встанем, русский мой человек. Чего вы хотели? Какого рожна? Позор и разруха, вся ваша свобода. Молитесь за русских, иначе хана. Хана вашим древним богам и народам. Без русских опять между вами война. На радость банкирам и барям и бандам. Молитесь за русских, иначе хана. Хана вашим Вильнюсам и Самаркандам. Хана азиатским прищурам и снам. Хана европейским мечтам и расчетам. Без русских и совесть с грехом пополам. Хана вашим макам и дыням и шпротам, пока еще хмурый и нервный прогресс от вас только гордую пыль не оставил. Молитесь за русских, чтоб русский воскрес, чтоб русский вернулся, пришел бы и правил. Если ищешь рай, то ищи на востоке, а на западе хлеб и масло свобод. Можно весело петь, не скрывать пороки. Можно выйти от тоски, никто не прервет. А начнешь умирать от свободы песен, позовешь нотариуса и семью, скажешь, завещаю всем 1000 песо. Но подумаешь, мог бы я жить в раю, умирать бы мог без юристов и грусти, от восточных ветров их сараи дрожа, и великий Ростов или великий Устюг хоронил бы еродивого бомжа, и прошли бы слухи, что ты, умирая, рассказал то ли служке, то ли стене, что тебе показали пути до рая, по какой восточной идти стороне. На 4-й пунической. Верю, Рим поднимется с колен. Слушайте, имеющие уши, хватит медлить. Гордый Карфаген должен быть разрушен. Слишком много трусов и измен. Хватит предавать страну и души, хватит ныть и спорить, Карфаген должен быть разрушен. Хрен им Рим и третий Римом хрен. И в войне на море и на суше хватит отступать, и Карфаген должен быть разрушен. Православная ведьма. Старушка Божия раба, что в храме убирает пол, в библейских мудростях слова. Ты зря с ней разговор завел, ты зря. Трагичный домосед, портвейном лечащий невроз, надеялся найти ответ на свой мучительный вопрос. Зачем живу, скажи мне, мать, я искренне понять хочу, что мне купить, чтобы лучше стать, куда поставить мне свечу. Ты для нее не блудный сын, не символический сынок. Здесь нехтесь храм, не магазин, свечу поставишь между ног. Не ожидал такой прием, не получился разговор, а ты хотел услышать, в чем ошибся мудрый Киркегор, когда в аду, вскипев от зла, в портвейне крепком и густом, услышишь голос из котла, то он покажется знаком, расскажет, рядом закипев, ты в храм, не в магазин пришел, старушка, кроткая как лев, что в храме убирала пол. Попридержи немного чувства гнева. Прости меня, товарищ патриот. Прости, что не убит я под ржевом, не захлебнулся ржавчиной болот. Но жил я честно, и я по крови коми, но русским быть по духу мне дано. Прости, что не расстрелян в Белом доме, что не погиб в бою подведено. Прости, что не сражался в Приднестровье, друзей не предал, как и горьких строк. Жил и живу надеждой и любовью, и верою в Россию, видит Бог. Дым отечества сладок, но любой зимой сладко жить и приятно в родном дыму. В Воркуту спешил, говорил домой, но мечтал из дома сбежать. Почему? И была порой для меня тюрьмой Воркута, и порой я любил тюрьму и понять не мог, город этот мой. Почему? Я другие искал себе города, но любовь моя мне очень нужна. Мерзлота мне не вечна, молчит беда, безнадежности нет.
приходит весна, и осталась любовь в той тоске без сна, в умирающем городе навсегда. Я жил возле речки Усы, вдали от печали эпохи, но, Господи, даже и псы едят твои трапезы крохи. Густела полярная мгла, зима изводила Создатель, но бросил ты мне со стола хлеб скорби и хлеб благодати. Пусть крохи мне бросил, как псу, но разве я верное чадо? Стихи всеблагим проусу на шумном перу знать не надо, куда бы река не текла. Любые стихи мне кстати, мне крохи даны со стола, хлеб скорби и хлеб благодати. Владимир Кемецкий, может кто-то не знает, это такой поэт был, он жил во Франции, потом переехал сюда, как только он переехал, сразу посадили на Соловки, а потом в конце жизни снимали Воркуту и расстреляли его возле нашего кирпичного завода. Не жилось во Франции поэту, захотелось посмотреть на снег. Уехал он в страну советов, где так вольно дышит человек, где растет на кочках тундра ягель, и где дышит почва, а не блажь. И попал он по этапу в лагерь за любовь к стране и шпионаж, за любовь и странные оттенки той любви. Поди предугадай, что тебя за них поставят к стенке, трудовой народ, любимый край. Не рыдала скудная природа, расстреляли, да и все дела. Около кирпичного завода Воркута поэта погребла. Замели январские метели узника, и смысла в жизни путь. Он совсем не думал о расстреле, не просил во Францию вернуть, не хотел судьбу менять и умер. В Воркуте живу который год. Я бродил по тундре и подумал, глядя на заброшенный завод, что Россию власти не согнули, что никак не понимает власть, если честно, до последней пули. Жизнь пошла, то значит удалась. Удалась, хоть гении ГУЛАГа не нашли мне никакой цены. Что же мы меняем честь на благо? И порой, как Франция, скучная. Браво,